Артур Николаевич, что можно сделать для того, чтобы эта арктическая углеводородная лихорадка, которая обязательно наступит с потеплением, не разрушила экосистему, которая и так уже будет под ударом из-за тающих льдов? Возможно ли вообще сдерживание аппетитов, когда речь идет о нефти, о газе? И можем ли вообще думать о спасении медведев и айсбергов? Не знаю, что и сказать, потому что все Сергей Викторович сказал, обозначил, поэтому трудно что-то добавить. Мы одним курсом идем. Министерство иностранных дел и российские ученые и специалисты. Наука только может решать какие-то вопросы, связанные с Арктикой. Сегодня есть опыт работы, и сию минуту находится в Арктике наше экспедиционное судно «Академик Трешников», который вмороженный в лед. На борту 150 ученых разных стран. 82 градус, практически околополюсное пространство. Международный полярный год, который по инициативе России проводился. И этот Международный полярный год показал, что возможно сотрудничество научное в Арктике. Об этом Сергей Викторович говорил. Я подтверждаю, что мы продолжаем работать. У нас есть интересный проект, который тоже требует особого, к нему отношения. Это транспортировка айсбергов. Я вам могу сегодня официально заявить, что эта работа выполнена компанией «Роснефть» и Арктическим и Антарктическим институтом. Про транспортировки из моря Лаптевых 1 000 000 тонн. Айсберг был на 50 миль перемещен, связанный с обеспечением безопасности и работы на буровых в Арктическом регионе. И таких вопросов много, практических вопросов. Поэтому, если какие-то, может быть, формат поменяем тогда, потому что мы только с Сергеем Викторовичем выступаем. Может быть, я вас уверяю, что у наших гостей все будет достаточно времени высказать свою точку зрения, но все-таки хотелось поговорить с человеком из профессии, потому что Сергей Викторович это дипломат, а я вот человек не посвященный. А я и сказал как практик. Я и вчера прилетел с Арктики. А вот можно вот вопрос такой? Вы говорили про айсберги, я вам раскрыл тайну. Про айсберги. А вот мы еще говорим про нефть и газ. Я знаю, что это вызывает у экологов бурный протест. Скажите, вот возможно вообще заморозить Арктику и озаботиться об экосистеме Арктики в первую очередь, и потом уже думать о скважинах? Или это слишком наивный подход? Хотите меня заморозить? Ну как вы считаете, это нереально? Нет, Насофико, нет. Я думаю, что Арктика развивается по своему плану, по своему климатическому плану, поэтому есть разные по этому поводу и дискуссии, и предложения, но остановить прогресс невозможно. Мы говорим четко и жестко, и сегодня об этом можно говорить. Мы 5-й раз встречаемся в России в рамках диалога. Диалог у нас он получается с вашей помощью.